Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, ассалату вассаляму аля расулиллах. Причины прощения грехов, которых у нас очень много, и с каждым днем все больше и больше, поэтому мусульманин должен быть крайне заинтересован, чтобы знать, искать, найти и использовать каждую причину, по которой Аллах Тааля, посредством которой Аллах простит нам наши прегрешения, иншаллах. Иннаху хуаль гафурур рахим, воистину Аллах прощающий и милостивый. Прошлый урок мы с вами завершили хадисом от Таубан, радийаллаху анху, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман джаа яумал киямати бариан мин талят», кто в судный день придет свободным от 3 вещей, дахаля аль-джанна, он войдет в рай. То есть Аллах простит ему его грехи и введет его в райские сады. Первое – это аль-кибр, высокомерие, мы с вами говорили, так ведь? Валь-гулюль. Второе – это как воровство, как присвоение, как также мы с вами говорили, гулюль – это сокрытие, когда человек забирает что-либо, скрывает до раздела трофея амиром, то есть не сдает это амиру, или же человек забирает что-либо, пользуясь своим социальным положением. Так ведь? И ваддейн, третье, это долги, когда человек просто пренебрегает этими вещами, когда он забирает имущество с таким условием, что он вернет обязательно это обратно, то есть в долг, но пренебрегает этим и просто не отдает, обманывает. Это очень страшное положение, потому что если у тебя был договор вернуть свой долг своему брату, это для тебя важиб, то есть ты обязан это вернуть. И за это человек понесет наказание и в могиле, и в судный день, и Аллах сохласан в аду. Следующая причина прощения грехов – это аклюль халяль, то есть когда человек, альхамдулилля, использует только халяльную еду, то есть ограничивается только халяльной едой. Валь амалю бис сунна, человек поклоняется, живет по сунне, старается жить по сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, ва адаму ида иннас, и воздерживается от причинения вреда людям. То есть он не мучает, не причиняет людям вред. Абу Саид аль-Худри, радийаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман акаля таййибан», то есть кто ел только благое, таййиб, то есть это халяль. То, что Аллах Тааля сделал для нас благой пищей, халяльной, разрешенной. Кто ел благое, то есть халяль, ва амиля фи суннатин, то есть совершал свои деяния, основываясь на сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям, ва амина насу баваикаху, и люди были безопасны от его зла. То есть люди не видели от него никакого зла. То есть получается, он не причинял людям вред. Дахаля аль-джанна, он войдет в рай. Вот здесь 3 условия, чтобы человек в этом хадисе, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, призвал нас к 3 вещам, чтобы мы оказались в райских садах. Первое – это ограничиваться только халяльной едой. Почему? Вот если посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что высокомерие служит причиной того, что человек войдет в ад, да? Это не просто так. Вот тот хадис,
прошлого урока, да, это не просто так. Если посланник Аллаха ﷺ сказал, что вот это является причиной того, что ты окажешься в аду, значит, вот эта причина, она действительно достойна внимания. То есть, если в тебе есть эта болезнь, значит, эта болезнь за собой влечет другие болезни, другие прегрешения. И вот здесь то же самое. Если посланник Аллаха ﷺ сказал, если ты будешь кушать только халяль, ты будешь в раю. Да? Это не просто так. О, машаллах, давайте бисмилля все кушайте и все будем в раю. Да? Нет, это не просто так. Халяльная еда, она сильно влияет на нашу богобоязненность. Халяльная еда влечет за собой последствия, как и любое дурное дело, как и харамная еда. Если человек кушает харам, то обязательно он увидит влияние харамной еды в его деяниях, в его нраве, в его поклонении. И здесь то же самое. Альхамдулилля, много-много хадисов, которые указывают, что даже мольба мусульманина не принимается, если он не будет ограничиваться только халяльной едой. И одной из причин того, что Аллах примет наши дуа, это как раз халяльная еда. Поэтому, когда человек ограничивается только халяльной едой, халяльная еда, она толкает человека на халяльные дела. Говорят же, я то, что я ем. Так ведь? Поговорка. Это правильная поговорка. Посланник Аллаха ﷺ вспомнил человека, путника. Путник весь был в пыли, да? Волосы в пыли, одеяние в пыли. Он поднимает руки вот так и говорит: «Я раб, я раб». То есть создал все причины, чтобы Аллах Тааля принял его дуа, но посланник Аллаха говорит: «Ваматрамуху харам». Но то, что он ест, его еда харам, запретно. «Вамальбасуху харам». И его одеяние харам. То есть, значит, он где-то забрал, кого-то обманул. То есть, получается, он приобрел эту одежду, это имущество не халяльным путем. Харам. И он пропитан, как взращен в хараме. То есть все, харам в нем уже полностью. И как Аллах может ответить ему? То есть посланник Аллаха задал вопрос, и как Аллах может ответить ему? То есть Аллах не будет отвечать ему. И вот здесь то же самое. Когда человек будет ограничиваться, жестко ограничиваться только разрешенной пищей, альхамдулилля, последствия этого, благие последствия будет очень много. Это будет исправлять его. Это будет усиливать его богобоязненность, тахва. Это будет приближать его к Аллаху. И Аллах Тааля даст ему тауфих. Поэтому это не просто так. Вот ты, оказывается, что нужно делать? Мы тут на уроке были. Все надо кушать, бисмилля. Мы же халяльные кушаем, и все будем в раю, да? Альхамдулилля. Но только халяль надо кушать. И этот халяль обязательно будет исправлять нашу жизнь, и мы будем идти по пути. То есть будет причиной того, что мы будем идти по пути в рай, а не в ад. Вот поэтому поймите, вот эти хадисы, они короткие. Посланник Аллаха, ﷺ, он оставил нам как сливки, которые ученые потом вот так делают молоко, творог, сыр и все остальное. Так ведь? Потому что только 23 года, за 23 года нужно сказать так, чтобы до судного дня люди шли в рай, иншаллах. Поэтому это не просто «ваамиля фи суннатин». И он совершал свои деяния, основываясь на сунну. Да, жизнь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. «Лакада кана лакум», Аллах Та'аля говорит, «фи расулиллахи усватун хасана». Воистину, в посланнике Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, был для вас наилучший пример. «Ва иннака ла аля хулукин азим». В другом аяте Аллах Та'аля говорит: воистину ты был обладателем великого нрава. Великого нрава. Это кто оценил нрав посланника? Это Аллах оценил. Ты обладал великим нравом. Поэтому все, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, делал, это его поклонение, это его молитвы, это его посты, это его слова поминания Аллаха, это его смиренность сердца, души перед Аллахом. Так ведь? Это его быт, то есть как он спал, как он просыпался, какую дуа он делал, когда просыпался,
как он здоровался, как он улыбался. Ни одном, вот мы знаем сегодня пророков, да, которые знамениты в человечестве, да, будь то Ибрахим, алейхиссалям, кто-то говорит Авраам, но это тот же Ибрахим, так ведь, пусть это будет Аиса, алейхиссалям, Иисус, да, то есть много на этой земле почитают Иисуса и даже считают его как за божество, да, но столько информации, да, столько информации о деяниях, о нраве, да, как о деяниях пророка саллаллаху алейхи, да, и о нраве. Нету больше ни о ком столько информации нет. Мы знаем, пророк саллаллаху алейхи не только знаем, как он сажда делал, как он руку делал, какие суры, какие аяты, мы знаем, как он улыбался, мы знаем, как он смотрел, мы знаем, как он гневался, мы знаем, как он хвалил, мы знаем, как он проявлял недовольство, мы знаем, как он ложился спать, как он вставал. Вот мы все знаем о нем. Мы знаем, какие у него глаза были, какие волосы. Вот. Больше ни о ком мы столько не знаем. Потому что вот это наследие, которое нам оставили сподвижники от табигин и наши величайшие ученые, это просто милость Аллаха. Поэтому вот это все, это есть сунна пророка, саллаллаху алейхи. Не только во время намаза, это и семейная жизнь. Иногда, машаллах, мы иногда во время намаза за одну сунну готовы там, как говорится, любую фитну организовать, да, чтобы дойти до конца. Да бисмилля, я за сунну. Один брат такой, меня, говорит, с мечети выгнали, хазрат. Я говорю, так ты же, машаллах, был вторым имамом, ты же муазином был. Да, я был, но все, я сейчас не имам. Я говорю, а что случилось? Ты, говорит, за сунну, говорит, бисмилля, говорит, за сунну. Я говорю, а что ты там сделал, да, там, бабайла, что тебя там? Да я, говорит, камет только по сунне говорил, говорит, а не по-ханафитски. Я говорю, дурак ты, брат, говорю, ты имамом был в деревне. Машаллах, ты и, во-первых, это твоя ошибка, что ты, это иштихад Абу Ханифы, рахимахуллах. То, что, мы знаем, различия есть, да, в икамате, хотя в азане нет, да, это, во-первых, это не бидгат, никто не имеет права назвать это бидгатом, потому что это иштихад величайшего ученого, великой школы ханафитов, да, во-первых. Во-вторых, я говорю, брат, ты лишил людей своего знания, потому что он мадресе закончил. Он мог в этой деревне рассказать просто людям об Аллахе. В этой деревне люди не то, что там по сунне, там не по сунне, камет как надо, там люди вообще не знают, что такое Аллах, кто такой Аллах. У них полный куфр, если так можно сказать. Конечно, они могут как-то оправдываться перед Аллахом, потому что, джахилият, они не знали, не слышали, да. Но, брат, Аллах тебя отправил, да, и чтобы, вот поэтому сунна, это не только икамат, не только руки куда ставить, да. Сунна, это вся твоя жизнь. Здесь человек может там драться за какую-то сунну во время намаза, а дома он такие ваджибы может там испортить, да. Там, может вообще семью не смотреть, детей не воспитывать, или там, не знаю, там, или еще на рынке там может кого-то обмануть. Поэтому сунна — это все наши движения. Мы должны изучать жизнь пророка, саллаллаху алейхи, да. Вот иногда задаешься вопросом, да, вот что ты такое делаешь, и потом думаешь, а что бы пророк, саллаллаху алейхи, сделал сейчас? Там, кто-нибудь там, джахиль, придет, там, тебе накричит, там скажет что-нибудь, да, там несколько вариантов, да, можно там просто уйти, можно там наговорить ему, можно там дать в морду, да, по морде дать, да, и там думаешь, а вот что пророк, саллаллаху алейхи, делал? Вот поэтому мы должны изучать сунну пророка, мы должны улыбаться, стараться улыбаться, как он, мы должны здороваться, как он. Например, есть же пророк, саллаллаху алейхи, когда он здоровался, он никогда первый, говорится же, он никогда первым руку не забирал. То есть он здоровался и ждал, чтобы тот взял руку обратно. Да? Или, например, там, когда он с кем-то здоровался, разговаривал, он никогда не поворачивал голову или там глаза вот так. Есть же такие, вот жалко ему голову повернуть, вот так тяжело ему. Я понимаю, если это болезнь какая-то, да, но он здоровый человек. Ты ему говоришь, брат, он такой... Алхамдулилля, он уважил тебя глазом так раз, а пророк, саллаллаху алейхи, он всегда поворачивался всем телом. И я читал,
да, не помню какой достоверный, Хасан хадис, да, или, но я считал, что когда он с кем-то разговаривал, он никогда не первым не поворачивался в другую сторону, он ждал, чтобы тот повернулся. Вот. И это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот это и есть вся сунна, это сунна, вот, и альхамдулилля, это вся наша жизнь. Поэтому, когда человек вот все свои телодвижения, всю свою жизнь, весь свой быт, да, даже вот, я же говорю, даже сон, даже в туалете, когда мусульманин справляет нужду, это все по сунне. Так ведь? И, альхамдулилля, у нас величайшие ученые, те же ученые, которых мы иногда выводим за рамки сунны, имам Ахмад, имам Шафи'i, имам Малик, имам Абу Ханифа, и вот эти ученые, они же как раз вот эту сунну искали, по полочкам разложили, и вот нам дали, вот, пожалуйста, да, альхамдулилля, вот, если мы постараемся, чтобы все это было по сунне, альхамдулилля, иншаллах, мы будем на пути в рай, и Аллах простит нам наши грехи. Поэтому не просто так, и люди были в безопасности от его зла. Очень важный момент. Ля дарар, ва ля дирар. Правило, хадис. Посланник Аллаха сказал: не причиняй вред себе и людям. Аллах запретил. Аллах запретил причинять вред как себе, так и людям. Поэтому мусульманин должен строить свою жизнь, свой нрав, свои отношения с людьми, с соседями, там, с однокурсниками, с родными, так ведь, со всеми людьми так, чтобы люди от него не страдали из-за него, чтобы он не причинял им вред. Поэтому очень много хадисов, которые указывают на это. Мы знаем, что посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: мусульманин тот, кто обезопасил других от своего языка и от своей руки. Так ведь? Чтобы он гайбат не делал, не обманывал людей и не причинял им вред, так ведь? Не забирал чужое. Поэтому люди были безопасны от его зла. Даже есть хадис, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказывает нам про степени садака, так ведь? И в конце, в итоге он говорит, если сподвижники спросили, а если он и этого не может, мы про этот хадис читали, если он и этого не может сделать, тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, тогда пусть этот обезопасит людей от своего вреда. То есть, если от него нет никакой пользы людям, тогда пусть сделает так, чтобы хотя бы вред не причинял. Поэтому некоторые люди, когда от них вреда нет, это машаллах, джазахуллах хайр, там, он уже очень благое делает. Говорят же, науму залима ибада. Сон залима, тирана, это поклонение. Потому что когда он спит, он никому ни жене, ни другим вред не приносит. Этот хадис. И у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, спросила: «Я Расулаллах, инна хада фи умматика льяума кафир». И вот когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал последнюю, да, и он обезопасил, люди были в безопасности от его вреда, то есть он не причинял людям вред, сахабы спросили: «О посланник Аллаха, инна хада фи умматика льяума кафир», вот это все сегодня в твоей умме много этого? То есть мусульмане как много причиняют вред другим? На что он ответил: «Васаякуну фи курунин багди». То есть это есть, но это будет в поколениях, которые придут за мной. То есть дальше вот этого будет больше. Поэтому вот как раз мы те поколения, которые идем все дальше от лучших поколений. И, к сожалению, вот когда мусульмане, когда приносят вред иногда, так ведь, из-за невежества, из-за безнравственности, к сожалению, этих случаев не меньше становится. Этот хадис равахуль хаким и васахахаху. И имам Хаким сказал, что это достоверный хадис. Дальше идем. Ман тарака либаса тавадуан. Кто оставил одеяние, то есть некоторые, получается, виды одежды, тавадуан, то есть опасаясь высокомерия, то есть из-за своей скромности, опасаясь именно высокомерия.
Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: кто оставил одеяние, какое-либо одеяние, тавадуан лилляхи, то есть опасаясь высокомерия, то есть ради Аллаха, не потому, что у него там денег не хватило, да, или там он мало зарабатывает, потому что дальше говорит посланник Аллаха, и у него была возможность купить эту одежду. То есть, имея возможность приобрести эту одежду, он оставил эту одежду, отказался от этой одежды или от чего-либо, просто чтобы не проявить высокомерие перед Аллахом, как скромность перед Аллахом. Дааху Аллаху яумал киямати аля руусил халаик. Аллах Тааля призовет его в судный день над головами своих созданий. То есть он будет выше других. Он будет над ними, над другими созданиями. Хатта юхайираху мин айи хулялил имани шаа ялбисуха. Пока и Аллах даст ему возможность выбрать любое одеяние веры, которое он пожелает. То есть хулялюль иман, хуляль — это одеяние, иман, то есть иман, ученые говорят, райская одежда. То есть судный день за то, что он в этой дунья что-то оставил, просто опасаясь высокомерия, да, высокомерия. И вот как таваду, тубянчилик была инде, уршанчигали, Салимжан Хазаров. Не то, что скромность, а вот человек, то есть он далек от высокомерия. То есть он оставил это ради Аллаха. И вот Аллах Тааля даст ему возможность в судный день самому выбрать из райских одежд. То есть он сам будет выбирать, какую ему одежду. Этот хадис Хасан, раваху Тирмиди, Хаким, от Мугаз ибн Анаса. Что касается одежды, да, это, во-первых, одежда, это мы должны понимать, это милость Аллаха, и это мудрость Аллаха, потому что если понаблюдать, изучить создание Всевышнего Аллаха, так ведь мы видим, что также животные, птицы, рыбы, рептилии, они тоже имеют одежду, так ведь? Они уже в одежде рождаются. Например, Аллах Тааля наделил птицам перья, они закрывают свое тело перьями. Аллах Тааля дал рыбам свою одежду, пригодную для своих условий. Так ведь? Аллах Тааля дал, например, животным шерсть, и то также все пригодно для своих, кто-то на севере, кто-то на юге живет. Так ведь? Вот Аллах Тааля приспособен. Но Аллах пожелал, чтобы люди родились без одежды. То есть человек рождается с чистым телом, и он остается с чистым телом. Но чтобы закрыть это тело, Аллах отдельно дал нам что? Одежду. И установил свои особые правила одежды. Поэтому одежда, это, без одежды жить невозможно. Это атрибут, обязательный атрибут нашей жизни. И что касается одежды, вот что есть одежда скромности, что есть одежда высокомерия, или как в другом хадисе говорится, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: кто оденет на себя в этой дунья, в этом мире, либаса шухра, то есть одеяние шухра. Шухра — это знатность, получается высокомерие, да? То в судный день Аллах оденет на него одеяние позора и унижения. То есть кто оденет на себя в этой дунье одеяние высокомерия, шухра, знатности, то в судный день Аллах оденет на него одеяние позора. И вот что есть одеяние скромности, про которое говорится в этом хадисе, и что есть, вот непростой вопрос. И ученые у них бахс делают, они хадисы приводят, как одевался наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как одевался Умар, как одевались другие, как одевались ученые. Поэтому это такой непростой вопрос, который требует изучения, именно изучения. И невозможно вот так пальцем показать конкретно вот это одеяние высокомерия. А вот это одеяние скромности.
Поэтому ученые все-таки в итоге ученые говорят, что каждая эпоха, даже каждая местность, каждое время, каждая местность, каждый народ имеет свое одеяние. И в каждом народе вот эти одеяния, скромности, там, знатности, высокомерия, они различаются. То есть то одеяние, которое носили, та одежда, которую носили сподвижники, да, в свое время, это в 7-8 веке, да, это 1400 лет назад. И та одежда, которую сегодня носим мы, это абсолютно разные. Поэтому ученые говорят, что мусульманин, он должен стараться носить то, что носит его народ, если это не противоречит законам шариата. Особенно, что касается мужчин. Потому что женщин у нас уже это строго хиджаб. Я не говорю, что если сегодня местность вся она раздета, и женщины должны тоже... Нет, у женщин строго есть правила хиджаба, но что касается мужчин, все-таки ученые больше говорят, что чтобы твое одеяние не называлось одеянием высокомерия, да, человек должен стараться одеваться так, как одевается его народ. Поэтому иногда человек может иметь возможность, да, одевать очень дорогие вещи, например, там, дорогие костюмы там, за 100 тысяч, за 150 тысяч, да, еще дороже. Или там, это не только одежда, это может и машина быть, может быть это и что-то другое, там, я не знаю, часы там, вот. Поэтому, если человек, имея возможность, да, носить такую одежду, но он отказывается чтобы избежать высокомерия, избежать исрафа, да, альхамдулилля, Аллах Тааля ему возместит и в судный день даст ему возможность выбирать, какую одежду он пожелает. Абдулла ибн Габбас, радиаллаху анхума, говорил: «Куль маши'та», то есть ешь, что ты хочешь, если это халяль. «Вальбис маши'та», и одевай, что хочешь. Мы знаем конкретные установки шариата. Нельзя там мужчинам шелк одевать, нельзя это, чтобы гаурат закрывал. Так ведь? То есть это мы оставляем. Вот поэтому кушай, что хочешь, одевай, что хочешь. И то, что тебя вводит в грех, только две вещи. Первое – это сараф, это исраф. То есть это не нужно, но ты заходишь в это. Тебе это не нужно, но ты это берешь. Исраф. Ва махиля. Махиля – это как раз вот высокомерие. Поэтому он сказал: одевайте, что хотите, ешьте, что хотите, но избегайте двух вещей. Исраф – это харам. И второе – это высокомерие. Поэтому ученые вот как раз говорят, то есть твоя одежда, она не должна заставлять других пальцем показывать на тебя. То есть, если ты приходишь в какое-то общество, да, и все смотрят на тебя из-за твоей одежды, вот это может оказаться либаса шухра, то есть одеяние высокомерия. И это не всегда дорогая одежда. Например, там человек, я не знаю, там супер богатый человек, какой-то серьезный руководитель, идет таким же богатым руководителем, и в этих лохмотьях там старых, да, и все на него тыкают, смотрят, что за... Мы же знаем, у него бизнес есть, все есть, там такой руководитель, а он там в этих ходит, в дырявых джинсах. Вот это для него, ученые говорят, может оказаться либаса шухра, то есть одеяние высокомерия. Потому что все на него что? Показывают пальцем. Или наоборот, он пришел к нищим людям, да, к немощным людям, но пришел в таких одеяниях, что все там смотрят: о, смотри, там это. Вот это и есть либаса шухра. Поэтому конкретно вот так, вот он, все вот эти бренды все либаса шухра, а эти нет, так никто не может сказать. Потому что все зависит от того, где ты живешь, когда ты живешь. Поэтому даже если, например, сегодня там некоторые братья скажут, там, мы хотим одеваться как сподвижники, там, как табигины, вот они так ходили там, в арабских этих, если все будут на тебя пальцем показывать, это не есть скромность твоя. Поэтому это не мое слово, это мнение ученых. То есть они пишут, это много пишут про это. Сегодняшние современные ученые пишут. Поэтому это такой момент. Но хадис
Все поняли, да? Кто оставит даже то, что может купить, взять, да, приобрести, оставит как знак скромности перед Аллахом, как опасаясь высокомерия, Аллах Тааля ему простит за это грехи и в судный день даст возможность выбирать райскую одежду. Идем дальше. Кто ман хафиза ма байна лахьяйхи ва ма байна риджляйхи. То есть тот, кто хранил то, что между его усами, то есть усы и борода, ва ма байна риджляйхи. И тот, кто хранил то, что между его ногами. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: кто даст мне гарантию хранить то, что между его усами, то есть между его бородами, то есть усы и борода, получается, это язык. Да? Тот, кто мне даст гарантию хранить свой язык, уама байна риджляйхи, и то, что между его ногами, это половой орган, таваккалю лаху биль джанна. Я даю ему гарантию, что ему будет рай. То есть посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: дайте мне гарантию, что вы будете хранить свой язык и свой половой орган, а тогда я вам дам гарантию, что вы будете в раю. Поэтому мы про это с вами уже говорили, так ведь, но можно каждый раз говорить: язык и половой орган будет причиной того, что в судный день многие люди, они окажутся под гневом Всевышнего Аллаха и окажутся в аду. Они лишатся милости Аллаха. Потому что язык, да, очень много грехов, которые человек совершает посредством языка. Посредством языка. Очень много видов грехов мы знаем, да. Это и болтовня, это и пустословие, это и гайбат, это и сплетни, когда ты за спиной своего брата говоришь то, чего он не хотел бы, чтобы слышали другие о нем. Так ведь гайба. Это и намима, когда ты специально говоришь, чтобы испортить отношения между братьями. Ты там идешь к нему: да он про тебя это сказал. Потом идет к нему: да он про тебя это сказал. То есть не надо такие вещи говорить. То есть с намерением, чтобы испортить их отношения. Так ведь? Это и ложь, обман, так ведь это харам. Это и когда ты насмехаешься, издеваешься над своим братом. Да? То есть очень много видов грехов, которые мы совершаем своим языком. Поэтому, когда один бедуин, по-моему, да, Аграби, говорится, один бедуин с пустыни пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал: «Я Расуль Аллах, а'идни ва ауджис». Вот бедуин на условие ставит. Он говорит: «Я Расуль Аллах, дай мне насихат, ну, говорит, сделай покороче», говорит. Ауджис, говорит, то есть недолгий только, говорит, ну, наверное, времени не было или там. Вот. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, дал ему 3 насихата. 3 насихата сделал. И вот один из насихатов, я буду еще короче, только один назову, да, он сказал: не говори сегодня то, за что завтра ты будешь оправдываться. Не говори сегодня то, за что завтра тебе придется оправдываться. То есть завтра, это и твой завтрашний день может быть в этой жизни. Очень часто приходится людям оправдываться: так вот я просто не подумал, так я же не это имел в виду. Там. Приходится, да, всем, и имамам, и другим, и ученым приходится иногда, так ведь. И завтрашний день — это еще судный день, когда мы предстанем перед Аллахом. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, призвал нас, чтобы мы всегда контролировали все наши слова, да, контролировали и следили за языком. Потому что очень часто люди погружаются в грехи, в страшные грехи вот из-за своих языков. Арабы говорят: «Баляуль инсани миналь лисани». Есть такая арабская поговорка: все беды человека от его языка. Язык мой, враг мой. Так ведь? Ну, каждая нация имеет это. Поэтому нужно всегда беречь язык. И «Уама байна риджляйхи». И то, что между двумя ногами, то есть это половой орган. Это зина, это распутство. И особенно сегодня, когда общество просто
оно срывается с цепей, да, многие, особенно вот мы видим, к сожалению, женщины, которые должны быть, ну, как сказать, эталоном целомудрия, они теряют вот это целомудрие, вот эту стеснительность, скромность, да, когда выставляют все свои прелести, да, на показ, да, и когда вот их очень много, и просто свистни, они все доступны, да, а для нас, конечно, это является таким, особенно для молодых, особенно для неженатых, особенно для неженатых, потому что у женатых, альхамдулилля, есть чем погасить огонь. Так ведь? Посланник Аллаха ﷺ сказал, если вы увидите на улице женщину, которая разбудит вас в этот огонь, то спешите к своей женщине, которая потушит этот огонь. Поэтому, альхамдулилля, это никах, это великое дело. Я не понимаю, почему некоторые братья там ходят, не женятся. Не будем пальцем показывать. Это сунна пророка, это не просто так, это щит, который хранит твой иман, это щит, который твою богобоязненность хранит. Он же, посланник Аллаха сказал, если Аллах кого-то одарил праведной женой, Аллах сохранил половину его имана. Пусть другую половину, пусть он сам уж как-нибудь, да, хранит. Поэтому это половина имана. Половина имана. И посланник Аллаха сказал, дайте гарантию хранить свой язык и свой половой орган, я вам дам гарантию, что вы будете в раю. Этот хадис сахих, раваху Ахмад, Тирмизи, Ибн Хиббан, Хаким, от Сахаль ибн Саада. Некоторых, ну, большинство сказали, что это сахих, достоверный. Дальше. Следующая причина – иттуаму таам, то есть кормить, угощать людей едой. Абдулла ибн Салям, радийаллаху анху, передает, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в первый раз пришел в Медину, вот первый раз, вот он пришел в Медину. И многие мусульмане, они слышали о нем, они любили его, но они ни разу его не видели. Ни разу его не видели. И один из них вот как раз Абдулла ибн Салям. Когда, говорит, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, пришел в Медину, говорит, люди начали собираться возле него. Все услышали, вот он пришел, пророк, вот он сам пришел. Все, они же уверовали в него. Потому что сподвижники-то пришли до него, уже там дагват был, они призывали к единобожию, призывали к исламу, и все, они были в исламе. И вот, альхамдулилля, сам пророк пришел в Медину. И когда, говорит, он пришел, люди начали, говорит, возле него собираться. Факунту фиман джааху. Я, говорит, был одним из тех, который тоже пришел к нему, чтобы увидеть его. И когда, говорит, я начал искать его лицо, то есть народа же было много, и все хотели увидеть, где его лицо. И когда, говорит, я, говорит, ясно увидел его лицо, арафту анна ваджхаху лейса биваджхи кадзаб. Я, говорит, когда увидел лицо пророка первый раз, я, говорит, сразу понял, что это не может быть лицом лжеца, говорит. То есть это лицо не может лгать. Это лицо не может быть лицом лжеца. То есть на его лице было написано, что он праведный, что он говорит только правду. Вот так сподвижники первый раз увидели, вот он рассказывает, как первый раз он увидел. И какие ощущения у него? Он говорит, я когда увидел лицо, я сразу понял, что это лицо не может говорить ложь. فَكَانَ أَوَّلُ مَا سَمِعْتُ مِنْ كَلَامِهِ анкаль. И самое первое, говорит, что я услышал от него, вот представьте себе, сподвижник первый раз увидел лицо пророка, да, и первое ощущение, все, он не может обмануть, он говорит только истину. И самое первое, говорит, что я от него услышал, он сказал, айюханнас, о люди. То есть он, вот представьте себе, да, он пришел первый раз в Медину, люди уже любят, уверовали в него, они собрались возле него и ждут, вот что он сейчас скажет, да, их предводитель, который ведет не только по этой дуне, он ведет их в рай. И вот он сказал, о люди, что же он скажет? Афшу салям, вы здоровайтесь друг с другом, то есть распространяйте
приветствие между собой. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, пришел в Медину и сказал, и начал учить людей здороваться. Вы дайте салям. То есть он пришел в Медину, и он не собрал людей для того, чтобы сказать: так, братья, я здесь, город наш, сейчас всех иудеев там или других там же много было иудейских племен, да? Сейчас всех их на место поставим, всех порвем, всех убьем. Нет. Он пришел, люди собрались, ждут. Вот что он сейчас скажет? Он говорит: афшу салям. Вы, говорит, здороваетесь друг с другом. Исян нашигыз, как у нас бабушки говорят же. Исян нашигызаля, балалар, да? Вот он говорит всем: здоровайтесь, распространяйте салям. И очень много хадисов, которые побуждают нас, чтобы мы приветствовали друг друга. Афшу салям. Ва ат'иму та'ам. Кормите друг друга. Кормите, потому что это была социальная проблема. Альхамдулилля, сегодня мы живем, когда у нас очень много еды. Вот помните, бабушки, да, говорили: улым ашкана ирме главный. Она тебя уже 3 раза сегодня кормила, сейчас уже обед, да, и она переживает, потому что они были голодными. Я вот все время думал, почему в детстве меня бабушка каждые полчаса кормила. Я все время думал, я вот час только назад поел, и Аби мне еще раз: улым, покушай. Я говорю: не хочу я кушать, Аби. Оширме, ты только голодным не ходи. Потому что они, когда были маленькие, они все голодные были. У них не было еды. И вот этот голод, он пронзился в их кости, и они вот все время об этом говорили. Так ведь? И вот во время посланника Аллаха, да, еда, для многих еда, да, это была проблема. Многие, они не могли насытиться едой, потому что не было еды. Особенно в Медине, мы знаем, климат был суровый. Бараката не было, пока посланник Аллаха за них дуа не сделал, да? Воды не было. Вода была очень дорогой. Поэтому воды, еды была проблема. И пророк пришел, сказал: так, начинаем здороваться друг с другом, и начал решать социальную проблему людей. Если у кого-то еда, давай бисмилля, делись со своим соседом, делись этим. Особенно это период, когда пришли мухаджиры, когда оставили там в Мекке все, вот этот баракат, который еще от Ибрахима алейхиссалям остался, да, они пришли сюда, у них ничего нет, и пророк сказал: кормите друг друга. Кормите друг друга. Другой хадис: собирайтесь над своей едой, тогда Аллах вам баракат даст. Поэтому очень много хадисов. Почему про еду? Вот некоторым, когда говоришь садака, из чего? Вот из еды, хадис, вода, еда. Многие не понимают, ну как, сегодня же все хватает. Действительно, всего сегодня хватает. Но во время пророка это было очень актуально. Вода, еда, это была большая проблема. И вот поэтому он сказал: атхимут тагам, кормите друг друга. Василюль архам, связывайте узы родства. Где ваши родственники? Связывайте узы родства. Где ты сын, где отец, где бабушка, где дедушка, где твой брат, где твоя сестра? Силюль архам. Вот он пришел и сразу начал родственные узы. Поэтому, когда Ираклию пошел жалобой на пророка попросить силу, Абу Суфьян, да? Ираклий спросил: а к чему он призывает? Но он не смог обмануть, он призывает, чтобы мы родственные узы. Да, он сказал, он призывает, чтобы мы поклонялись одному Аллаху. И еще к чему? То он призывает, чтобы мы, говорит, с родственниками вместе жили. То есть он не смог обмануть. И действительно, самое первое, что пророк сказал: связывайте узы родства. Туганнашығыз, то есть туганлык жіплеріңізді сақлаңыз. И вот здесь он: силюль архам, васаллю биллейл, совершайте, молитесь ночью, ваннасу ниям, когда люди спят. Когда люди спят, когда у тебя нет рия, когда у тебя нет показухи. Во время зухра ты можешь почитать, и все могут увидеть тебя. А когда ты выстаиваешь ночной намаз, это никто, даже жена может тебя не видеть. Даже дети не видят, что отец у них ночной намаз читает. Так, поэтому, когда люди спят, саллю биллейль, совершайте намаз, тадхулуль джанната бисалям. И вы войдете в рай, и ангелы вас встретят салямом. То есть ангелы поприветствуют вас, когда вы будете заходить в рай. Поэтому, альхамдулилля, распространение приветствия, угощение людей, кормление
укрепление родственных уз и ночные выстаивания намаза. Это есть причина прощения грехов. Этот хадис сахих раваху Тирмизи, Ибн Маджа, Хаким. И на сегодня все, да, наверное? Или я один хадис прочитаю? Иншаллах. Так, у нас небольшое объявление, дорогие братья. Иншаллах, следующий урок будет у нас в четверг, наверное. Потому что у меня в среду никак не получается. В четверг нормально будет, нет? В четверг, иншаллах, то есть мы совершаем ясту, и у нас уже ясту все раньше и раньше, да? Иншаллах, мы на этой неделе еще объявим, иншаллах, до конца решим. Наверное, у нас будет ясту уже 18, где-то 45, если будет азан. Мы зафиксируем на всю зиму, чтобы все знали. Чтобы в 19:00 уже все на уроке. Потому что у нас мадраса начинается. Вот если мы примерно 18:45 у нас будет азан, фиксирован на всю зиму. Получается, где-то вот 18:50, 55 будет хамад, и чтобы люди еще на урок успели. Потому что у нас мадраса, и нам приходится подстраиваться под уроки. Потому что люди приходят, и надо побольше им дать. И получается, вот где-то вот после намаза сразу будет и урок, иншаллах. И всю зиму так будет. Получается, следующий урок у нас четверг. Не будем рисковать со средой, четверг, иншаллах. Субханакаллахумма бихамдик. Ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Кто не читал витр, почитайте, не забудьте. И завтра у нас, братья, четверг. Соблюдаем сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, ураза. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.